Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас в гостях Степан Шмытинский, главный редактор издательства «Конфедерация». Правильно, бинго, угадал. Как дела? Отлично, лучше всех. Сегодня, как ты уже сказал до интервью, гораздо лучше, чем вчера. Вчера были дела тяжело, сегодня как по накатанной. Как долетел до Алматы? Отлично, мы летели самой величайшей и крутейшей авиакомпанией Air Astana, поэтому было выпито нормально замечательного пивка «Ирбис», которым ты пьешь и помогаешь вымирающим животным. Просмотрено фильм «1,5», который я бы никогда не посмотрел так сам по себе, я даже не помню уже, что это было. Ну, короче, я отлично провел время. Ты у нас первый раз же? Смотря где. В Казахстане я второй раз, но первый раз был в Астане, и это была такая коротенькая пересадка. Я 8 часов побегал по минус 40-градусному морозу и запрыгнул обратно в самолет. А в Алматы первый раз, да. Про Казахстан ты что-то узнавал? Про Алмату вообще? Какую информацию? Слушай, ну вся информация, которая у меня была про Казахстан до этого, она была от Жени Яковлева, который жил тут всю свою жизнь. И, в принципе, все. Вот. И от мужа сестры моей, который где-то месяца два назад был на какой-то телекоммуникационной выставке. Его как раз возили тоже на каньон, там на горы, этот каток показывали. Вот, и он показывал потом нам все эти фотки, поэтому я чуть-чуть что-то знал. Но, да, как-то так. Ты успел же погулять? Ну, нас возили на Коктебе, так правильно, я не знаю. Да, Коктебе, хорошо. У вас как-то вышло. Да, именно так. Вот, нас возили туда, где мы даже на каких горках прокатились, вот, потом мы поднимались туда, где Медео, да, каток, поднимались там на гору, выпили по стопочке и поехали вниз, отметились, галочку поставили, вот, и плюс я еще самостоятельно после, фуршета, который был в пятницу, отлично, у меня была маленькая экскурсия по местным барам. Что ты по образованию? Это интересный вопрос, по образованию я не имею вообще никакого отношения к комиксам. Многие у нас. Да. Я инженер по специальности сеть связи и системы коммутации. Вот, такое. У тебя связи остались, коммутации? У меня все связи остались, на самом деле, я поработал что-то 2 года по специальности, потом дропнул все это дело, но приятно то, что я до сих пор очень близко общаюсь с какими-то своими бывшими коллегами, и меня до сих пор зовут на корпоративы, что очень приятно. Так что, да, именно связи я научился устанавливать там. Вот для тебя, что такое комиксы? Для меня, прежде всего, это очень интересный и, к сожалению, в наших странах пока не сильно развитый формат высказывания. То есть можно долго говорить, что для кого-то это жизнь, культура и прочее. Я занимаюсь комиксами, потому что, во-первых, потому что этот формат мне нравится, во-вторых, потому что, а если не я, то кто? Вот. Действительно, во многом, скажем так, что многие комиксы никогда бы не вышли в России, если бы конкретно мне это не было интересно. Например, та же «Тюремная яма», «Западня» и прочая вот эта дрянь. Вообще издавать комиксы – дело сложное? Мои, эти альтернативные, андеграундные, да, это действительно достаточно сложная тема, потому что там, где кажется, что это вдруг легко, да, там, где самоподготовка макета или прочее, это не затрачивается много сил на это, в итоге их очень сложно реализовывать, потому что издание комиксов это же не только, подписать контракт с автором, перевести и распечатать. В задачу издателя входит сопровождение, если это автор, отечественное сопровождение, все помощь автору, распространение его работ, реклама, сделать так, чтобы спустя год, условно говоря, весь тираж был продан, а лучше был уже и второй пошел. Проводить фестивали, опять-таки, мы же и сами еще проводим фестивали в Питере. Вот, да. Я и сам интервью тоже брал когда-то. Вот. К этому тоже. Хорошо. Это, да, зачастую это очень сложно, но не сложнее, чем любая другая работа, на самом деле. Все работы хороши в каком-то плане, и все работы сложны. Также и с изданием комиксов. Казалось бы, да, если упростить, то я получаю деньги за то, что я очень внимательно читаю комиксы, да, и болтаю с людьми, но на самом деле очень много нюансов. Расскажи про историю создания издательства «Конфедерация».
Слушай, это забавная достаточно история, полная. 2 года, правильно? Да уже третий сейчас пошел, да, в начале 17-го мы появились. Короче, если вкратце, потому что она уже обросла кучей каких-то сплетен, там, я не знаю, каких дополнительных историй, спин-оффов, кроссоверов. Комиксы. Да. Короче, было это так. Я работал в Комильфо с очень-очень давних пор. И, собственно говоря, работал, был главным редактором. Технический директор. Да, был техническим директором формально. По факту я вел полностью черепашек-ниндзя, например, IDW-шных. Это была моя с Лешей Шпаковским идея. Вот. Ну ладно, я уже стал сразу так очень глубоко углубляться. Но потом в определенный момент меня уволили из Комильфо. Бывает. Короче, меня уволили из Комильфо, но я остался в таких достаточно хороших отношениях и с Мишей Богдановым, и с остальными ребятами. А тут другие ребята, среди которых там и Женя Яковлев, и Вова Лопатин, они собирались куда-то вложить там деньги, там у Вовы какой-то квартирный еще вопрос стоял и прочее. И вот они решили, поскольку они занимаются комиксами, сделать какое-то издательство такое, которое занялось бы в том числе русскими комиксами, но чтобы русским художникам, отечественным художникам было как-то интересно обращаться в это издательство, которое только появилось, нужно вроде было наработать еще какую-то базу переводных, чтобы мы не просто, какие-то люди с горы непонятные. Вот. И поскольку меня только уволили, я так понимаю, что Миша в итоге посоветовал им же обратиться ко мне. Вот, они обратились ко мне, а благо опыт работы у меня тогда был достаточно уже внушительный, то есть и «Черепашки-ниндзя», и там какие-то французские комиксы я делал в Комильфо. Обратились, стали работать вместе, напридумывали издавать сначала вот эти маленькие книжки, потом денег стали побольше, книжки выросли. И так получилось, что за год мы отхватили себе неплохую долю рынка, нас стали ассоциировать с альтернативными комиксами, там вышли на самоокупаемость, условно говоря, мне сказали: Степан, фигач, продолжай в том же духе. И так я стал, собственно говоря, единственным публичным лицом издательства, так мы стали единственным издательством, которое прям вот по хардкору издает всю эту альтернативу. И там... Сколько было? В смысле? Сколько? Ой, за это время. Я помню, я в прошлом году подводил итог, было почти 100. Сейчас, как раз это тоже часть истории издательства, то, что в прошлом году мы перешли к такой теме, что издавали комиксы только на мероприятия, вот. А потом я начал сходить с ума, потому что, это невероятный объем, все это, по сути, на моих плечах. У меня еще СММщица уволилась за 10 дней до Комикона московского, и мне всего пришлось делать самому. Короче, я потихонечку начал рвать волосы на своей голове, и тут ко мне приходит Миша Богданов и говорит: а хочешь, старый друг, я тебя куплю. Вот, я тут недавно, стал работать с Эксмо, могу и тебя взять под свое крыло. И если на то лето я еще отказывался, то после Комикона я настолько уже был, помогите мне, пожалуйста, что я готов сам был заплатить за то, чтобы меня взяли в Эксмо. Ну и на данный момент я думаю, что где-то 150, наверное, тайтлов у нас наберется. Если там с вариантами обложки, я не знаю, плюс-минус. Но, хорошенечко мы так наиздавали. Вот. За такое короткое время. Да. Круто. Министр культуры РФ Мединский высказывался про комиксы. Угу. Милейший человек. Милейший, да, везде у вас ассоциируется. Твоя реакция? Мне было очень смешно. Мне было очень смешно, как у всех триггернуло на эту тему, как просто у всех так сполыхали задницы, как будто Мединский до этого ничего глупого не говорил в жизни. И вот такой: ребята, я не разбираюсь еще в какой-то сфере культуры. Вот. Но в итоге, на самом деле, большое ему спасибо, потому что столько внимания, мне кажется, комикс-индустрия никогда не получала. Это, на секундочку, было на московской книжной ярмарке, которая, там самое большое книжное событие Москвы. И у меня там, я сам тогда был в Лос-Анджелесе, у меня там работал СММщик, и он говорит, что: ребята, вы не поверите, после того, как Мединский сказанул свое, то, что он сказанул, у нас прям люди приходили к нам и говорили, что теперь-то мы знаем, что комикс — это что-то крутое, раз наш этот балбес, условно говоря. Да. И поэтому столько проектов интересных там этим вдохновилось, столько, я не знаю, вон нам Джонни Райан наклейку сделал, по этому поводу.
Короче, это прям забавно. Там Денис Оптимистр целый фанзин собрал с другими художниками, героя-психолога, только там министру героев. В общем, спасибо большое министру Мединскому за такой, как это, пиар, вот, за ивент. Да. В этом году у вас был комикс-тур. Было, целых 2. Расскажи про этот проект, вообще, про этот тур. Короче, эту идею, ну, то есть все мы живем так или иначе в каком-то естественном пространстве информационном. Ее мы с Мишей Богдановым вынашивали, наверное, примерно одинаковое время, но параллельно. То есть, типа, мы там в свое время еще в Комильфо шутили, что было бы круто купить горбушку и ездить на ней, короче, по вот... Да. Ой, не горбушку, блин, буханку. Бывают у меня некоторые такие штуки. Ну вот, а я еще играл в панк-рок группе 9 лет, и мы турили как раз там, типа, садились в автобус, ездили по России, там, типа, безвылазно месяц, каждый день какой-нибудь концерт. Ну вот, но в прошлом году пришлось дропнуть все это дело с панк-роком, потому что, ну, очень много времени отнимает работа, и все-таки тут так получилось, что она вроде и кормит меня, и это мне интересно. В то время как панк-рок мне только интересен, и он, к сожалению, не кормил на тот момент. Ну вот, но душа-то по турам соскучилась, ну и, соответственно, мы как-то вместе пришли к этому моменту, что было бы круто, раз мы все равно привозим иностранных художников, раз у нас есть свои художники, сделать такой вот комикс-тур. Прям ездить по городам, из города в город, показывать комиксы, рассказывать. Люди же, ну, типа на концерты-то да, ходят порубиться, но зачастую многим людям просто приятно пообщаться. Комикс-культура гораздо менее развита по нашей стране, чем тот же панк-рок. Вот. Да я думаю, и по вашей. Вот. Да. И поэтому, когда ты приезжаешь и начинаешь людям рассказывать, когда ты приводишь художников, которых они, правда, никогда не слышали, но представьте, как было бы, если бы мы еще кого-нибудь там, типа Питера Миллигана привезли. Вот. Было бы очень круто. Ну и да, первый у нас комикс-тур был с Берлиаком, который аргентинский художник, живет в Польше. И, в принципе, он такой сам легок на подъем, всегда хотел побывать где-то. Он сейчас книжку даже пишет с сеттингом в России. Ну вот. А второй, мы буквально там съездили, вернулись обратно, и тут подвернулось под руку, что и ребята из This Is Хорошо, для которых мы делали комикс, хотели потусоваться, поездить, и им компания Джили еще и давала автомобили бесплатно для рекламы в прокат. И, собственно говоря, Вандрий, мой старый приятель, которого мы тоже издавали, этот комиксист из Франции, тоже всегда хотел поездить по России. Ну, вот и сделали. Получилось здорово. Расскажи про Бигфест. Бигфест – это, да, наш детище, обожаю его. Это то, что в свое время, наверное, сдружило меня с Мишей Богдановым, который до этого был только моим начальником. Я считаю, что это лучшие мероприятия комиксов, которые существуют вообще в нашей части города, в нашей части страны, да и вообще Евразии, возможно. Ну, мы не берем там Ингулем и прочее, у нас ресурсы немножко не те, но типа в России стопудово, потому что в чем была идея? Изначально Бигфест появился как желание сделать свой, там были фестивали Ава-Экспо, там, не знаю, был тот же Комик-кон московский, но в них есть такие минусы, как то, что, по сути, там очень большое внимание уделено просто какой-то играм, да, развлекательной индустрии. По комиксам нормальную аллею авторов ребят на Комик-коне стали собирать только там 3 года назад. Вот. Это первое. Второе... и второе, там нету пива. Туда, типа, очень сложно проносить алкоголь, приходилось его в коробки с комиксами засовывать. Ну вот, каждый раз, когда мы ходили на какие-то конвенты в Питере, ну вот, мы подумали, почему бы там не сделать свой здоровенный фестиваль, где будет еще музыка живая, собственно говоря, за что я там и отвечал в последнее время, где будет хорошая аллея авторов, будут гости из-за границы. Напоминаю, что Комильфо в свое время было еще одной из первых компаний, которые стали привозить авторов из-за границы. Это был австралиец Саймон Хансельман, собственно говоря. Австралии? Да, мы его тащили аж из Австралии, и вот, по-моему, он из таких более-менее, я не знаю, там, наверное, кто-то кого-то привозил раньше на комиссию, но как издательство, специально под фестивали, наверное, мы все-таки были первыми. Вот. И это было очень круто, и мы поняли, что это, в принципе, не так уж и сложно. Как вы видите, у вас уже 3 иностранных гостя сегодня на Маконе. Ну вот, и решили сделать Бигфест. Первый получился странно. Не то чтобы совсем комом, но как бы это был интересный опыт.
И пиво там было отличное. Мало того, если вы будете в Петербурге когда-нибудь, обязательно зайдите. У нас есть такое культовое гик-место, которое там Дима Саиндук отвечал в своем сборнике. Называется Крэнк Пицца. Это крутейшая пиццерия с там аркадами, там комиксами, пивком. Оно берет свое начало из как раз Бигфеста, потому что там они сделали свою первую будочку, типа этого, как его, Бармо, вот, где раздавали пиво Даф и Слерм газированный, безалкогольный. Ну вот, второй был уже еще круче, потому что там было больше гостей, туда мы позвали Кевина Истмана, там выступали всякие крутые группы, типа Шляпников или Нейромонах Феофана, Гарли Кингс, моя бывшая панк-группа, там тоже играла, но уже без меня. Эх. Ну вот, и в прошлом году мы сделали тоже очень крутой Бигфест, где был как раз Райан Норт, был там Джонни Райан как моим гостем, была кавер-группа AC/DC, это очень смешно, это тоже забавное зрелище. Вот, но мы так устали, на самом деле, ну, потому что это же нелегко организовывать фестивали, что в этом году мы прервались, но вроде бы есть сплетня, что в следующем году будет опять Бигфест, и это будет прям бомба. Приезжайте обязательно. Миша уже сказал. Ну хорошо, хорошо. Значит, стопудово будет Бигфест. Райан Норт. Угу. Ты вел с ним интервью на Комик-кон Сан-Диего. Да. Он здесь сидел, я спрашивал... И он сказал, ничего не помню, да? Ага. Когда он прошелся между вас. Что ты тогда почувствовал? На видео это прям, что было внутри. Слушай, ну это было очень смешно, на самом деле, типа, реально. Я, на самом деле, Стэн Ли видел и раньше, ну, потому что я на конвенты езжу, но так, типа, издалека. Да, типа, там где-то Стэн Ли сидит, там книжки свои подписывает. Но тут было именно очень круто, что вообще никто этого не ожидал, и что это, что... Стэн Ли, так, как работает Комик-кон. Да. Типа того, что... Ну вот теперь есть еще одна забавная история про Стэна Ли. Это было забавно. Жалко, у него интервью так не взяли. А фото хоть есть? Фото, ну вот тот принц Каин, разве что. Миша похвастал, что у него есть фото. Да. Вот, не, у меня есть дурацкая история, когда я первый раз был на заграничном конвенте, и вот там был Стэн Ли, и он подписывал книжки, автограф стоил что-то типа порядка $200. Я такой, нужен ли мне за $200 автограф Стэна Ли? Потому что он выглядит уже как бы не очень. Уже тогда. На самом деле, после этого он прожил еще год 4, но не суть. Вот, и я такой... ладно, не буду. И тут мне дают в руки, короче, первый выпуск Притчера, ну, просто бесплатный, там, с какой-то сериальной обложкой. Я такой, о, прикольно. И тут же я вижу, что сидит Стив Дилан и подписывает книжки. Я даю ему этот бесплатный выпуск, он подписывается на нем. Ну, Стив Дилан, художник Притчера. Вот, и через полгода буквально мне пишут, что, типа, чувак, ты в курсе, Стив Дилан умер? И я такой, знаешь, странное чувство, когда с одной стороны ты грустишь, а с другой стороны у тебя теперь есть рарный первый, выпуск Притчера с лимитированной обложкой, сериально с автографом Стива Дилана. Ну, такое. Ладно, следующий вопрос. Давай, следующий. Про интервью. Ты брал очень многих. Было дело. Странных гостей, сценаристов, художников. Как ты готовишься? Да я уже не помню. Не, на самом деле, всех комиксов не прочитаешь. Я не Руслан Хубиев, чтобы прочитать все комиксы. Вот, поэтому я обычно смотрю, какие интервью уже есть в интернете, слушаю их. Думаю, что из этого будет интересно второй раз послушать чисто отечественной аудитории. Вот. Потом, собственно говоря, обращаюсь к художникам, не к художникам, к людям, которые хорошо разбираются в творчестве того или иного художника. Да, что бы ты хотел спросить. А так, например, я ничего не знал про ситуацию с принцессой Дианой в X-Statix в комиксе, да, с Питером Миллиганом. И меня, собственно говоря, мне Руслан Хубиев как раз и подсказал, что, типа, спроси у него, а что там вообще за ситуация была. Классно готовишь. Не, ну типа, это тоже подготовка. Вот, не, есть комиксисты, которых, типа, я люблю, читаю и уважаю, которым прям я знаю, что у них спрашивать. Там на самом деле, где-то у Миши есть архив, когда я ездил на фестиваль Лидс, где очень много всяких художников опрашивал, но они не все вышли, потому что не было денег на то, чтобы их переводить и монтировать. Их отложили в дальний ящик. Но когда-нибудь, Миша,
выложит все-таки замечательное интервью с Джимми Дилана, автором комиксов про Хеллблейзера, вот, который мы брали у него дома. И ты увидишь, насколько хорошее интервью я могу брать. Сейчас вы чуть-чуть завязали, да? Ну, да, к сожалению, завязали, потому что, ну, во-первых, у меня теперь много другой работы. Опять-таки, издательство очень много отнимает времени. А интервью, ну, это надо прям, типа, специально ездить. То есть сейчас мы частенько встречаем каких-то интересных людей, у которых можно было взять интервью, но, типа, блин, сейчас не до этого, к сожалению. Когда-нибудь, возможно, мы к этому вернемся. То есть так, в принципе, если к нам кто-то приезжает, по-моему, у Берляка мы все-таки брали какое-то интервью, я не помню. Ты, наверное, недавно смотрел, брали мы интервью у Берляка, нет, я не помню, выкладывали. Нет, я не помню. Ну ладно. Я посмотрел то, что мне интересно. Ясно. Ну, наших гостей имеется. Хорошо. Ну вот. Издательство любит Джека Тигла, да? Обожаем, мы просто его обожаем. Сейчас, кстати, секундочку. Нормально, я проверил, скоро ли нам идти с ним лекцию читать. Мы обожаем Джека Тигла, и, наверное, ты хочешь узнать, почему. В общем, давным-давно, когда надо было просто придумать, какие комиксы поиздавать, я наткнулся на... Есть такое издательство английское No Bro, и у них был формат, который назывался, ну, я не помню, короче, по размеру книжки. Да. И они как раз подходили под наш маленький формат, который мы выбрали для начала, чтобы печатать комиксы, поэтому я просто решил сразу обратиться туда, посмотреть, что там есть интересного. И там был замечательный комикс, который назывался «Джефф Джоб Хантер», что мы, собственно говоря, привыкли как Джефф ищет работу, потому что Джефф работа-искалец. Сейчас бы это выглядело круто, но тогда мы боялись этих отзывов, зануд из косяков издательств. Ну вот. Короче, да, мы написали Джеку, что типа, ой, парень, нам так нравится твой комикс, а не хочешь ли у нас издаться? И он говорит, что, блин, ребят, это, конечно, круто, но, да, вот он, конечно, давайте издаваться, но я тут вообще комиксы делаю, у меня еще есть, типа, 20-25 PDF-ок, вот, держите, почитайте. После чего для меня открылся этот великолепный мир комиксов Джека Тигла, там, где этот путеводитель по аду, где два школьника продают душу своей бабушки за iPhone, драка, где парень, который реально выглядит как сатана, на самом деле добрый и милый, ему приходится быть злодеем в рестлинге просто потому, что он так выглядит. Я не знаю, ну и вот все это остальное, что мы издавали. И, ну, потому что это очень круто. А потом я еще был у него в гостях как-то раз, где я познакомился с ним лично. Да, и это тоже оказалось прям... Ну, типа, он милаха. Ты же видел, да, он прям реально милаха. Так что не могу устоять. Все жду, не дождусь, когда еще что-нибудь будет. Что он сейчас книжку... Еще планируется? Конечно, планируется. Но, то есть, во-первых, мы хотим рано или поздно все-таки собрать все эти комиксы вместе и выпустить какое-то подарочное издание. Но сейчас еще рановато для этого. Вот, это раз. Во-вторых, ну, там сейчас еще какие-то сторонние проекты делает, там, для американцев какую-то книжку иллюстрированную, еще что-то. Он же очень известный иллюстратор, помимо того, что он делает комиксы. Вот, надеюсь, да. Потому что последние два комикса, которые про Симпсоновых и про Джек представляет комиксы, мне реально приходилось уже выжимать. То есть, чтобы еще такого издать, вот это, ладно, попробуем. Получится ли у меня выжить на книжку еще что-нибудь? Получилось. Как вообще у нас воспринимает альтернативу? Как народ воспринимает альтернативу? Слушай, ну, у нас есть своя фан-база очень крутых чуваков и чуих. Вот. Такие, их легко узнать на фестивалях, они все в протоколах, такие безумные. Ну, нет, на самом деле не всегда, но тем не менее. Да, есть фан-база альтернативных комиксов, которые скупают все, что мы издаем. Это очень приятно. Ребят, спасибо вам большое. Вот. Есть, видишь, у нас очень разноплановые комиксы, потому что это все вроде бы альтернатива, да, но есть что-то от начинающих художниц, что такое более, не знаю, возвышенное, что, ну, не такое брутальное, стрёмное, как основное, там, ради чего я открыл это издательство, да? Ой, ну, не открыл, а участвовал в его развитии, типа тюремной ямы и прочего. Но, не знаю, всем, в принципе, нравится. То есть такое, чтобы мне подходили, брали за шкирятник и говорили, зачем ты это издал, Вирот? Такого не было давно. Вот. Как-то раз мне позвонила наша менеджер из типографии и говорит, что Степан, вот я тут книжку запустила в печать, увидела, что там нарисовано. Господи ж ты боже, зачем ты это издаешь? На что я сказал, что, Татьяна Владимировна, существует брешь в потребительском спросе. Вот. Ой, не
вопросе, наоборот, в предложении. Так лучше мы заткнем эту брешь, чем какие-то проходимцы с улицы. Вот как-то так. Опять же к тому, что кто если не мы, да? Да, именно так. У вас есть такой коронный вопрос. Какой бы вопрос тебе ты бы хотел ответить на какой вопрос? Да. Тебе не задавали в интервью. О, ты, судя по всему, хочешь задать мне этот вопрос. Давай. Слушай, на самом деле это интересно, я сам никогда не задумывался. Сам никогда не задумывался об этом, но допустим, там, никто никогда не спрашивал меня о том, кого я люблю больше, кошек или собак. Вот. Давай, Собак. Котов я ненавижу. Коты бесячие, самовлюбленные животные. А собаки — это милое и приятное животное, которое любит тебя и которое настоящий друг человека. Вот. На самом деле я очень давно хочу завести себе собаку, но из-за того, что я постоянно куда-то таскаюсь на фестивале и прочее, это пока что невозможно, поэтому, возможно, я еще больше стал не любить котов, потому что я понимаю, что кота я могу завести хоть сейчас. Вот, это слишком легко. А к собаке надо прям готовиться. Вот. Тигл любит. Ну, он не то, что... Мы с ним обсуждали этот вопрос. Мы были в Москве. Я чуть, кстати, не подобрал собаку с улицы. Потом это просто оказалась чужая собака, которая просто плохо ходит. Но тем не менее. Вот, мы с ним обсуждали. Он не то, чтобы любит котов, просто типа, коты норм. Они живут рядом с ним, поэтому он часто их видит, и поэтому он их рисует. Так что как-то так. На интервью тоже один кот у вас смешался. Да. Но с тех пор я еще больше. Ну ладно. Как тебе Алмаком в целом? Слушай, очень хорошо, очень позитивно. На самом деле очень круто, что вы смогли привести такое огромное количество заграничных звезд. Это я про себя тоже, конечно. Ну, мы же, по сути, заграничные. Не, на самом деле, я очень рад, главное, подборке гостей, потому что это идеальная компания. Джек, Райан и Питер. Вот, где бы еще я встретил сразу. Между ними надо вставать, и загадывать желание, я не знаю, захватить весь мир. Потом, что еще? Очень вкусные сэндвичи с лососем вчера нам подогнали. Великолепный кофе. Я только что специально, зная, что ты будешь брать у меня интервью, обошел аллею авторов, посмотрел, как выглядит аллея авторов. Ребятам очень не повезло, что я не успел купить свой новый ноутбук, потому что если бы я купил новый ноутбук, у меня бы было место для стикеров, и я бы скупил все стикеры, которые тут есть, но, увы. Надо, конечно, делать побольше комиксов, но я понимаю, что делать какие-то большие толстые книжки сейчас сложно. Вот. Просто у нас, например, на наших фестах уже давно есть такая штука, что чтобы попасть к нам на аллею авторов, надо, чтобы у тебя хоть какой-нибудь комикс был. Вот. Но мы можем себе это позволить. Да. Вот. Но все равно очень приятная аллея авторов, и люди такие все добрые, приятные, никто не грубил мне пока. Я не знаю, как зовут этого человека. Вот, но да, подметил. Нам еще давали просто поголосовать там за какие-то комиксы, и я не помню всех названий. Там был очень крутой комикс, который, к сожалению, вряд ли прошел даже в шорт-лист победителей, но он прям крутой, который назывался «4D Солнце». Если автор будет смотреть, то ты крутой чувак. Это прям очень, рисунок надо чуть-чуть с ним что-то сделать такое, чтобы он был простенький, но прям стильный, потому что пока он просто простенький. Про Мадагаскар? Не-не-не, и Мадагаскар вообще бомба. Ну, то есть, в Мадагаскаре, к сожалению, да, этот рисунок очень странно смотрится, но в сочетании, то есть, если бы ребята попросили оценить не отдельно рисунок, а отдельно сценарий, Мадагаскар, возможно, прям победил бы, потому что это просто бомба. Вот, но из-за того, что там надо, его раскладывать по полочкам, это не очень круто. Но да, вот, появились фавориты. Не, мы там нашли прям очень крутого иллюстратора, с которым я бы даже поработал, может быть, хотя бы в каких-нибудь рамках обложек, но я не помню, как называется. Там, короче, у него был комикс про какого-то жирного мужика, который увидел по телеку. Барахло? Да. Это прям крутой нынешний попсовый стиль, который нужен, наверное, многим. Ну, то есть, я даже знаю, куда его трудоустроить, если что. Но оставлю этот секрет при себе.
Вот. Ты смотрел фильм «Джокер»? Да, я смотрел фильм «Джокер». Это очень смешной фильм, где все постоянно курят, но никто никогда не показывает, как люди зажигают сигареты. А я курю 4 месяца только. Ну, в смысле, я никогда в жизни не курил, последние 4 месяца стал курить. И понимаю, что самое нелепое, что может делать курильщик, это пытаться поджечь сигарету. Если бы в фильме «Джокер» показывали процесс поджигания сигареты, этот фильм бы был очень нелепым и смешным, и вряд ли бы собрал такие большие баллы. Вот. Но... Он шедевр? Нет, типа, на самом деле, я готов об этом спорить бесконечно, фильм «Джокер» — это такой фильм, которым должны быть фильмы по комиксам. А в чем его преимущество? Ну, типа, почему он всем так понравился? Потому что, во-первых, от DC давно не было нормального фильма по комиксам. Последние 5-6 лет. Да, вот, типа, скажи мне, какой последний хороший фильм по комиксам был у DC? Вот прям хороший. «Темный рыцарь». Правильно. Который с Джокером, да? Как раз. Да. В чем прикол? Ну, как я считаю, я не кинокритик. Ну, вот, это вам к нуару, наверное. Но, типа, я считаю, что в чем прикол? Типа, комиксы — это же не... ну, я считаю, что тлетворно вот это понятие, типа, кинокомиксы. Комикс — это всего лишь сеттинг, как Вторая мировая война или как там, я не знаю, первобытный мир. Да, и в сеттинге первобытного мира можно снять отличную комедию, там, мультик «Флинстоуны», да? Но это все еще, типа, просто контекст, в котором тебе рассказывают про семью, про взаимоотношения семьи и прочее. Также, вот, например, «Темный рыцарь» — это просто хорошая детективная история. Поменяй ты, не знаю, Джокера на любого другого безумца и негодяя, например, на профессора Мориарти, и поменяй Бэтмена на любого другого детектива, пусть это будет, я не знаю, детектив Мопс. Вот. Это все еще будет хороший фильм. Хороший фильм, где, типа, безумец-анархист творит беспредел, а детектив пытается... Да, и прям, я прям представляю, как детектив Мопс такой: «Гав-гав, где детонатор?» Вот. Но и также с Джокером, типа, они сняли просто хороший фильм в сеттинге, ну вот, с узнаваемым героем. И то, если бы он бы был еще лучше, если бы мы не знали, что Джокер в конце должен стать вот этим Джокером, психопатом, и у них было бы меньше рамок, потому что, ну, понятно, куда им надо было его привести. Потому что он был таким зажатым, и вдруг, ох, на тебе, каким он крутым стал, это немножко, по-моему, не вяжется. Ну вот, а если бы этот фильм был про любого другого психопата, которого гнобили всю жизнь, и потом он такой взял и добился мировой революции, например, я не знаю, про Гитлера, прости господи, это все еще был бы хороший фильм. Но хорошо, что его не сняли про Гитлера, иначе бы люди выходили такие, говорили: «О, слушай, они правда же, да?» Вот, поэтому я считаю, что как бы это хороший фильм, но это не прям бэм, шедевр. Но очень красивый, великолепный актер, Хоакин Феникс. Ну, он вообще в последнее время жжет, если можно так сказать. Фильм «Она» же? Фильм «Она», да он еще в этом, как его, в «Гладиаторе» был круче гораздо, чем Рассел Кроу. Вот, в этом, не помню, как фильм называется. Ладно, короче, молодец, погладим его по головке. Но все еще не стал бы я называть этот фильм прям шедевром. Сорян. Хорошо. Книги, комиксы, фильмы. Рекомендация от тебя. Так, книги. В последнее время я почти год читаю Акунина. Да, короче, «Приключения Фандорина». Я не знаю, как так получилось, просто я как-то раз в путешествии взял аудиокнигу, где Акунин рассказывал про всякие свои, ну, типа, про реально существующих персонажей, которые никогда не входили в его книги, но которые, типа, он про которых узнавал. Я говорю: какой интересный мужчина, нужно посмотреть, что он там писал до этого. И что-то как-то увлекся, причем мне уже давно не нравится читать книги про Фандорина, но я все еще не могу остановиться. Но это если считать, что я последнее читал. Что мне последнее прям понравилось. Я очень люблю вот этот вот, как его, мужицкую прозу, типа там Довлатов, не знаю, Хемингуэй, Ремарк и прочее. Вот, но почитайте-ка вы, не знаю, почитайте «Чемодан» Довлатова. Отличная книжка. Сейчас пытаюсь прочитать ее на английском языке, потому что интересно, как это все перевели и как это вообще выглядит по-английски. Блин, я же Джеку обещал дать ее почитать. Ну ладно. Короче, да, это... Хотя я сам антиутопии люблю. Комиксы. Лучший комикс в мире Дейтрипер.
Да, конечно, читал. Но моя самая любимая антиутопия — это «Дивный новый мир» Хаксли, потому что это не антиутопия, на самом деле, это утопия. Камон, ребят, всем бы так жить. Ну так вот. Да, что касается комиксов, самый лучший комикс, который я когда-либо в жизни читал, я почему-то до сих пор считаю, что это Day Tripper, который, кстати, скоро издает Азбука. О нет, я рекламирую конкурента. Но это действительно очень хороший комикс. Я очень жалею, что мои ручки до него так и не дошли в издании, но, в принципе, идея издавать комиксы в свое время, ну, в смысле, как-то принимать в этом участие, у меня появилась отчасти из-за Day Tripper, из-за того, что я его прочитал. Вот. Да. Так, Day Tripper, это все очень хорошо. Что касается фильмов, я всегда с удовольствием пересматриваю несколько фильмов. Один из них. Слушай, не знаю, как будто анкетку, знаешь, в школе ты заполняешь, такой, ну надо выбрать что-то одно. Короче, «Жизнь прекрасна», которая итальянская, старый итальянский фильм о том, как семья попадает в концлагерь, и отец пытается сделать так, чтобы его сын не понял, насколько все плохо. Это раз. Из последних просмотров, не знаю, меня очень прикалывает пересматривать все фильмы Эдгара Райта, в том числе, включая последнего этого «Малыша на драйве». Вот. И потому что там очень крутое музло. Из просмотренного в последнее время что-то ничего такого не припомню. Вот. Документалки всегда смотреть здорово и познавательно. Ну, не знаю про что. Про муравьиные колонии. Недавно... в смысле, вот как раз, если ты смотрел интервью, посмотри интервью с Полом Поупом. Это было очень круто, когда мы его спрашиваем, а какой комикс вы нам можете посоветовать, какой комикс вы читали. Последний он говорит, он еще пьяный был, от него посло прям перегаром, там на открытии выставки Эшли Вуда. Вот, и он такой, я не читаю комиксы, потому что не хочу, чтобы они воздействовали, влияли на мой вкус, на мое творчество. Но я советую вам... Я вот книжку прочитал про муравьиные колонии. Так интересно, ребята, кайф просто. Почитайте. Это прям очень круто. Очень круто. Вот, так что... Да. Еще я помню, как-то раз засел и смотрел... Господи, как же, не «Криминальная Россия», а «Следствие вели», там, где мужик такой усатый рассказывает про всякие убийства, и это очень криповое шоу, но очень интересное, потому что, ну, там рассказывают про убийства, про, там, серийных убийц и прочее, но с игровыми смешными вставками, где, там, этот мужик, там, работает таксистом и такой, и вот к водителю подошла женщина и сказала, а можно ли проехать? И женщина такая, ну что, можно проехать? Он говорит, нет, дорогая, тебя не повезу никуда. Вот, что-то такой сидишь, ты же рассказываешь о том, как людей расчленяли, чувак. Ну, в общем, да, как-то так. Такие советы. Круто. Спасибо тебе большое за прекрасное интервью. Спасибо тебе. Осталось несколько часов и уже домой. Да, отлично. Ну, не домой, мы еще на каньон должны съездить, а вот потом уже домой. Еще фуршет должен быть, или там какое-то пивко, а потом домой. Вот, спасибо вам, ребята, у вас очень здорово, гостеприимно. Надеюсь, я стану традиционным гостем вашего фестиваля и будем видеться каждый год. Вот. Обязательно. Спасибо. Фух. Обожаю давать интервью. Жалко, редко берут у меня интервью.